أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, покровителя богобоязненных, и что Мухаммад его раб и посланник, предводитель всех освященных и отмеченных светом лиц в судный день. Да благословит его Всевышний и приветствует. А затем. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я молю Всевышнего, чтобы Он принял наши дела и старания и уготовил для вас место в раю. Я также прошу наищедрейшего Аллаха, собравшего нас здесь вместе, на нашем благословенном канале Ар-Рахма, снова собрать нас на том свете с господином проповедников и посланников. Воистину, Он является покровителем и господином. Дорогие братья, разрешите мне сделать эту встречу в эту благословенную ночь особенной, о наступающем месяце Рамадан, о необходимых соблюдениях, правилах этого месяца, об этике и о действиях, портящих и оскверняющих пост, а также поговорим о многом другом в этот благословенный вечер с дозволения Всевышнего Аллаха. Я хочу напомнить, что это последняя прямая трансляция до наступления священного месяца Рамадан, после чего я буду рад встретиться с вами снова, с позволения Всевышнего Аллаха, на программе Мишкатуль Анвар. В благословенный месяц, в месяц милости, в месяц благословения, благословенный месяц Рамадан. Я молю Всевышнего Аллаха благополучно дожить до этого месяца и дать нам силу, волю и здоровье для соблюдения поста и совершения молитв, а также помочь нам воздавать Ему должную благодарность и сделать нас из числа богобоязненных и из числа тех, у кого Господь принял бы мольбы и покаяние, ведь воистину Ему подвластно все. Дорогие братья и сестры, и вначале позвольте мне сделать небольшое вступление, для того, чтобы наш сегодняшний урок имел непосредственное отношение к заповедям, связанным с этим священным месяцем, как постящиеся мусульмане, так и постящиеся мусульманки. Во-первых, я хочу напомнить, что Рамадан — это один из величайших месяцев, связанных с повиновением Всевышнему Аллаху, и обладающий особенностями, которые отсутствуют во всех остальных месяцах. То есть великий, всемогущий Аллах проявил свою благосклонность и снисходительность общине пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, отдав предпочтение этому месяцу над всеми остальными. Это месяц Корана и месяц поста. Месяц Корана, месяц Рамадан является месяцем, в котором был ниспослан Коран, как руководство для людей и разъяснение к этому руководству и развлечение. Когда наступал месяц Великого Поста, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приветливо и радушно встречал его. И, как приводится у Бухари и Муслима, всегда говорил: «С наступлением месяца Рамадан раскрываются врата рая». Обратите внимание,
С наступлением месяца Рамадан раскрываются врата рая, а в Сахихе Муслима открываются врата милосердия. И сейчас я не буду акцентировать свое внимание на этих двух фразах. Открываются врата рая или открываются врата милосердия, так как разбор этих двух слов без преувеличения займет всю сегодняшнюю передачу. Почему открываются врата рая? Почему открываются врата милосердия? Это большая тема. С наступлением месяца Рамадан раскрываются врата рая, а в другом источнике раскрываются врата милосердия. В другом источнике раскрываются врата милосердия. Далее же, в другом хадисе с хорошей цепочкой передатчиков, который приводит имам ат-Тирмизи, говорится: когда наступает первая ночь месяца Рамадан, о Аллах, доведи до нас этот месяц. Когда наступает первая ночь месяца Рамадан, дьяволы и джинны сковываются цепями, и врата ада закрываются, и ни одно из них не открывается, а врата рая открываются, и ни одно из них не закроется. И призовет глашатый: «О тот, кто ищет блага, продолжай. О желающий зла, прекращай. И будут у Аллаха каждую ночь освобожденные от огня». И так изо дня в день, до окончания этого священного месяца. Посмотрите, какая честь. В следующем хадисе Кудси, приводимом Бухари и Муслимом, сказано: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллах Всевышний говорит: любое дело сына Адама совершается им для себя. И этот хадис мы будем разбирать в нашей передаче Мишкатуль Анвар. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Всевышний Аллах говорит: любое дело сына Адама совершается им для себя, кроме поста, ибо поистине он для меня, и я воздам за него. Пост является щитом. И в тот день, когда кто-либо из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного, то есть пусть не совокупляется с женой, не сквернословит, не ведет себя подобно невеждам. Если кто-либо станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть скажет этому человеку: поистине, я человек постящийся, поистине, я постящийся. Клянусь тем, в чьей длани находится душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Всевышнего Аллаха, чем благоухание мускуса. А постящийся испытает две радости. Он порадуется, когда станет разговляться, а представ перед Господом своим в судный день, он порадуется тому, что соблюдал пост. Порадуется при разговлении означает тому, что Всевышний помог ему, особенно в те дни, когда температура воздуха нагревается до предела, а порадуется своему посту, значит, что пост послужит заступником за раба Аллаха в судный день. Тот день, когда не помогут человеку ни его деньги, ни семейство, кроме тех, которые с непорочным сердцем. Имам Бухари и Муслим также приводят слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где он говорит: пост и Коран будут заступниками за раба Аллаха в судный день. Скажет пост: пост будет говорить: да. И что же он скажет? Он скажет: Господь мой, я лишил его пищи и питья, и желания его души в светлую часть дня. То есть лишил пищи, когда она стояла на столе передо мною, а лишил желания его души в светлую часть дня, означает лишил жены, будучи в дозволенном состоянии. Я лишил его пищи, питья и желания его души в светлую часть дня. Так позволь же мне заступиться за него. И Коран скажет: я лишил его сна ночью. Так позволь же мне заступиться за него. И пророк, да благословит его Аллах приветствует, сказал: и их заступничество удовлетворятся. То есть всемогущий Аллах сделает пост и Коран заступниками в судный день для соблюдающих пост и читающих книгу всемогущего Аллаха. Уважаемые братья и сестры, клянусь Аллахом, пост — это наивысшая милость, благодать, которая дарована этой общине, Всевышним Создателем, для того, чтобы он стал воспитательной и религиозной школой верующего человека из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и для повышения его богобоязненности. Я молю Аллаха сделать нас из числа тех, кто входит в месяц Рамадан и выходит из него с богобоязненностью. Бывает так, что постящийся не ощущает от своего поста ничего, кроме голода и жажды, а у некоторых ничего, кроме усталости и болезни. Но верующий человек, когда намерился держать пост ради Всевышнего Аллаха и по велению его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выходит из этого месяца полностью очищенным, с наивысшей степенью богобоязненности. А теперь я хочу спросить вас и себя в первую очередь. Мы постились в прошлые года в Рамадан. И как вы думаете, боимся ли мы Всевышнего Аллаха должным образом? Это важный вопрос. Потому что смысл поста заключается именно в том, чтобы мы достигли набожности и благочестия в конце этого священного месяца. В Священном Коране сказано:
«О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Поэтому я призываю всю мусульманскую умму осознать ценность, достоинство и статус этого месяца среди всех остальных месяцев. Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, в двух достоверных источниках, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто соблюдает пост в месяц Рамадан, с верой в Аллаха и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние прегрешения». В другой версии хадиса, переданном от Абу Хурайры, говорится: «Тому, кто выстаивал молитвы в Рамадане, с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние прегрешения». В следующем хадисе со слов Абу Хурайры посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Те, кто выстаивал молитвы в ночь предопределения, простятся все его прежние прегрешения». Дорогие братья и сестры, посмотрите, насколько же важно значение этого месяца. Община пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, самая благословенная на этой земле, которую Всевышний Аллах наделил высокой честью и милостью. Теперь я хочу обратиться ко всем тем, кто хочет умолить достоинство и благо, предписанное этой умме, якобы заявляя о том, что исламская община – нечто вроде мутной пены, не представляющая собой никакой ценности, тем более никакого влияния на то, что сейчас происходит в мире. Ответом я хочу им сказать: да, действительно, мусульманская община проходит не самый свой лучший период, но скоро дни покажут совершенно другое. Взгляните назад, и вы увидите, сколько раз исламская умма была на пике своего торжества. Всевышний говорит: «Мы чередуем дни счастья и несчастья для людей». И поэтому ни в коем случае нельзя лишать общину всего того благоденствия, которое ей по достоинству приписывалось, только из-за того, что эта община в данный момент проходит не лучший этап своей истории. Мусульманская нация была, есть и останется наилучшей общиной, как говорит об этом Всевышний. «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества». И мы заявляем это не из-за высокомерия по отношению к другим, а для того, чтобы мусульмане могли гордиться своей верой. И как сказано в следующем аяте: «Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими». Исходя из веры в единого Бога и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, мы утверждаем, что эта нация снова будет на высоте. Давайте посмотрим. В нашей умме есть праведные люди, точно так же, как в ней есть и творящие добро. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Категории таких людей существовали и во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И несмотря на это, Коран продолжал не спускаться, свидетельствуя этой умме превзойденностью и благом. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остерег эту общину, уподобляя ее мутной морской пене, то ни в коем случае он не имел в виду умолить ее достоинство. И как это описывается в хадисе, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вы накануне того, когда общины будут нападать на вас, словно хищники нападают на свою жертву». И спросили его: «Мы будем тогда малочисленными?» Он ответил: «Напротив, вас будет слишком много, однако вы будете подобны мутной морской пене. И Аллах заберет из сердец ваших врагов страх перед вами и вложит в ваши сердца вахан». Его спросили: «О посланник Аллаха, а что такое вахан?» Он ответил: «Любовь к мирской жизни и нежелание смерти». И нет сомнения в том, что сейчас, из-за некоторых отклонившихся от пути избранника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, личностей, исламская умма проходит тот самый мутный период в своей истории. Но тем не менее, это никак не противоречит превзойденности всей общины, о которой говорил Всевышний Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. То есть нельзя судить о всей умме из-за некоторых индивидов. Это мнение всех исламских ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Исламские ученые не относят таких отклонившихся людей к неверным, как это делают хариджиты, и не заявляют о том, что их положение будет между раем и адом, так как их нельзя отнести ни к верующим, ни к неверным, как об этом сказали му'аттазилиты. Нет, мы не говорим так. А что же касается относительно вышеупомянутого хадиса посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то нужно понимать его как предостережение мусульман и тех, кто к ним относится, от уклонения с правильного пути. Заглянув в прошлое, мы увидим, что все пророки и посланники использовали метод поощрения и оповещали о воздаянии Аллаха ровно столько же, сколько и ссылались на методы предупреждения, устрашая совершение чего-либо плохого. То есть нужно надеяться на милость и вознаграждение Аллаха, одновременно опасаясь его наказания. Поэтому в хадисе, который приводится у Муслима, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если мужчина сказал: все эти люди погибли, то он самый гибельный из них».
Либо он сказал «ахлякахум» с фатхой, тогда перевод будет «то он погубил их». А если сказать «ахлякухум» с даммой, имам ан-Навави говорит, то это означает, он самый гибельный из них, и это сильнее и красноречивее. А если сказать «ахлякахум», то как будто он решил кого-либо погубить. Но если это заявят наши исламские ученые, пытаясь тем самым предостеречь умму своим проницательным взглядом от совершения наихудшего, то это разрешено с той целью, чтобы вывести мусульманскую общину из спячки и дремлющего состояния, в котором она пребывает и по сей день, для того, чтобы она смогла продолжить свой путь, предписанный Всевышним Аллахом и его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. И, как я уже сказал, при условии, что это должны быть ученые, которым не безразлично будущее мусульманской нации, и которые желают вырвать ту самую заразную болезнь, распространившуюся в теле исламской общины, своей незапачканной и чистой рукой. Я молю Всевышнего Господа прибавить чести и благородства этой общине, и одной из таких милостей был пост в месяц Рамадан. Представьте только, целый месяц, если бы Всевышний Аллах сделал этот пост для нас желательным, или, скажем, добровольным, то мы бы увидели, что большинство мусульман пренебрежительно отнеслись бы к этому месяцу, под различными предлогами. Но свершилась воля Аллаха сделать этот пост одним из обязательных столпов, на котором держится ислам, и обязанностью каждого разумного, достигшего зрелости мусульманина, у которого нет никаких причин или повода оставить пост. И становится ясно, как будто Всевышний действительно хочет не спустить свою милость на общину Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы умма переходила из одного благоденственного сезона в другой, и так далее, до тех пор, пока она не станет примененной или использованной благом уммой, как сказано об этом в хадисе. Если Аллах желает своему рабу добра, то Он использует его. Его спросили: «О посланник Аллаха, как это использует его?» На что он ответил: «Он помогает ему совершать благие дела перед смертью». Я хочу повысить моральный дух, подбодрить вас, дорогие мусульмане и мусульманки, чтобы вы начали подготавливаться к этому священному месяцу прямо сейчас. Перед тем, как наступит сезон Корана и поста, сезон милости и подаяния, воспоминания об Аллахе и мольбы Его о прощении. Клянусь Аллахом, это великий шанс, ведь мы не знаем, доживем ли мы до начала этого месяца. Сможем ли мы довести до конца пост, или смерть из-за болезни или какой-либо другой причины наступит раньше. Я молю Аллаха сделать эту умму, живущей дольше других и совершающей богоугодные дела, принятые Создателем, больше других. Я молю Аллаха не лишать нас доброго здравия, стыдливости и достатка. Воистину, Он всемогущий над всем. Рамадан — это шанс, выпадающий раз в году. Поэтому подготовьте свое сознание, свое сердце, время, свой дом, свой офис, свою работу, свою душу и тело до наступления этого превосходного и благословенного месяца. Уже с вечера, давая обязательства перед Аллахом, совершить покаяние, возвращаясь к Нему, составьте для себя расписание на этот священный месяц, как, например, чтение Корана, подаяние, совершение дополнительных намазов или умры, повиновение родителям, хорошее отношение к соседу и так далее. Любые богоугодные и благотворительные дела, которые невозможно исчерпать. Все, что совершается нами с предварительным намерением и соответствует сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуется, считается благочестивым делом, принимающимся Господом, как Он сам это и обещал, как подтвердил его пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который не говорит по прихоти. Теперь давайте рассмотрим, что такое пост. Я хочу вам дать как можно больше информации в эту ночь, в этой передаче, чтобы все мы получили пользу, если это пожелает Аллах. Я прошу Аллаха сделать меня и вас из тех, кто прислушивается к слову и следует лучшему. Что же такое пост? Лексическое значение слова — воздержание от чего-либо. И как сказано в Священном Коране, в суре Марьям, «Я дала милостивому обет хранить молчание, и не стану сегодня разговаривать с людьми». То есть воздержаться от разговора с людьми. Это лексическое значение поста. То есть воздержаться от чего-либо. Что же касается терминологического определения этого слова, то оно означает воздержание от пищи и питья и половой близости от рассвета до захода солнца с предварительным намерением. Обратите внимание,
то, говоря о посте, мы подразумеваем второе определение – полное воздержание от пищи и питья и половой близости от рассвета до захода солнца, предварительным намерением. Давайте теперь посмотрим, почему Всевышний Аллах сделал пост в Рамадане обязанностью для мусульман, а затем вернемся к столпам поста. Это было определение поста. Так почему же Господь наш обязал нас постом? Чем обосновать это? 30 дней, в такую жару, от рассвета до захода солнца. Хорошо, я не хочу есть, но хотя бы сделать глоток воды. Нет, это запрещено. Моя жена передо мной, а я молодой юноша, и много соблазна повсюду. Нет, это тоже запрещено. Почему? Какова мудрость? Ответ такой, дорогой брат и сестра. Ни одно поклонение в исламе и любые деяния, входящие в понятие ибадат, не бывает, кроме как за ними скрывается какое-то обоснование. Некоторые знают смысл этого, а некоторые нет. И если человеку неизвестен скрытый смысл того или иного, то пусть он даже и думать не смеет о том, что Господь просто так обязал нас чем-либо. Давайте посмотрим, согласились ли бы вы с тем, что вас назвали бы неразумным и несправедливым человеком по той причине, что одному ребенку вы дали что-либо, как поощрение и награду, а у другого забрали как наказание? Конечно же, вы никогда бы не согласились с этим, и вы бы стали утверждать, что поступили правильно и справедливо в каждом из своих сказанных слов и действий, вознаграждая одного за что-то и наказывая провинившегося. Так, например, одному вы дали 100 рублей, сказав: «Я знаю, за что я даю», а другого могли наказать, ничего не дав ему, утверждая, что вы наказали его из-за веской причины. Значит, вы считаете, что поступили мудро и обоснованно в обоих случаях, считая себя справедливым. Так как же можно отрицать справедливость и мудрость по отношению ко Всевышнему Аллаху в Его повелении или запрете, подаянии или отказе? Нет, Господь мудрейший из всех. Он дарует это качество тому, кому пожелает. Он дарует мудрость, кому пожелает. И тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Из этого следует, что любой вид поклонения имеет свое скрытое обоснование, независимо от того, знаю я это или нет. Ни в коем случае не отвергается из-за моей некомпетентности и неосведомленности. Воистину Аллах мудрый и всезнающий. Так смысл поста, как говорит Всевышний Аллах, заключается в том, чтобы выйти из Рамадана полностью богобоязненным. Только представьте, соблюдая пост 30 дней, мы выйдем из него совершенно религиозным человеком. Всемогущий Аллах говорит в Коране: «О вы те, которые уверовали, предписан вам пост, так же, как он был предписан тем, кто был до вас. Может быть, вы будете богобоязненны». То есть пост был предписан с древних времен и не нуждается в полном разъяснении. Теперь обратите внимание на слова «быть может, вы будете богобоязненны». Видите смысл и цель поста? 30 полных дней для того, чтобы получить эту самую богобоязненность. Ат-таква. Что же означает это слово? Таква означает остерегаться или бояться. Оно произошло от арабского слова «вака». В свою очередь, «вака» означает уберечь что-либо от того, что причиняет вред или ущерб. Следовательно, таква раба Аллаха означает что-то вроде преграды или защиты от гнева, ярости и наказания Аллаха на этого человека. И проявляется она в выполнении всего предписанного Всевышним и уклонении от всего запрещенного им. Представьте теперь, что в течение 30 дней вы подготавливались и воспитывали себя для того, чтобы с окончанием Рамадана полностью быть готовым к осуществлению той самой богобоязненности Всевышнего Аллаха в течение последующего года. О Аллах! Таква также завещалась всем тем, кто жил до нас. Мы заповедовали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Поэтому каждое мгновение, каждый миг ученые и проповедники исламской уммы обязаны напоминать людям о том, что же такое богобоязненность, так как таква в определенное время года или в какой-либо сезон — это постоянный и непрерывный ибадат. Я молю Всевышнего наделить меня и вас еще большей богобоязненностью, ведь она была завещана нашим предкам и остается таковой и для наших потомков. Всевышний Аллах сказал: «Мы заповедовали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха». Ее также завещал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как об этом говорится в хадисе. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: «О посланник Аллаха, это похоже на прощальную проповедь. Так дай же нам наставление».
Он сказал: «Вот мое наставление вам. Бойтесь всемогущего и великого Аллаха». И тема богобоязненности очень большая. Но, к сожалению, время нашей программы не позволяет более подробно поговорить на эту тему. И я уже неоднократно разъяснял ее. Поэтому я использую любой удобный случай для того, чтобы вернуться и еще раз разъяснить смысл слова «таква». И пусть Аллах сделает меня и вас из числа богобоязненных. Итак, мы сказали, что основной целью и мудростью поста является достижение и улучшение богобоязненности. Также, дорогие мои, пост является одним из величайших видов поклонения, который настраивает и подготавливает наши души, очищает совесть, воспитывает нрав и характер. Как указывают на то слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А если кто-нибудь из вас обругает или станет биться с ним, пусть он скажет: «Я соблюдаю пост». Эта самая фраза напоминает человеку о том, что язык постящегося ни в коем случае не должен срываться непристойными словами, а его действия не должны выходить за рамки шариата. Скажи: «Я соблюдаю пост». Как будто бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел тем самым напомнить соблюдающему пост человеку о том, что он придерживается одного из видов поклонения Аллаху, и в то же время напомнить другому о том, что пост запрещает первому ответить злом на зло и непристойностью на непристойность. Посмотрите, какая великая честь. Пост воспитывает душу человека, сдерживая ее тем самым от похоти и страстных желаний, ограничивает ее высокомерие и чувство гордости, чтобы эта самая душа подчинилась своему Создателю и стала мягче по отношению к окружающим. И, наверное, самый огромный смысл поста заключается в том, что он напоминает богатым людям, купающимся в роскоши в течение всего года, попробовать и испытать несколько часов голода для того, чтобы они познали, насколько Создатель небес и земли щедр к ним, и что их братья по вере из числа бедняков чувствуют этот самый голод, который их богатые братья почувствовали только в месяц Рамадан. Тогда, когда у них есть братья, которые чувствуют голод в течение целого года. Целого года! А ведь есть люди изо дня в день, умирающие от голода и жажды. Есть такие, кто питается только тутовником. Клянусь Аллахом, я видел это по многим каналам. Кадры, которые разрывают сердце от боли и сострадания. В то время как тратятся миллионы, нет, миллиарды на пошлости и бессмыслицу. Я не преувеличиваю, что также идут миллионы на разврат и прелюбодеяние, а где-то люди умирают от голода. Я уже не говорю о мусульманах, я говорю о людях вообще. Нельзя ожидать от нас блага и добра, если наши сердца хоть чуточки не понесут сострадания. Всевышний Аллах говорит: «Воистину, мы оказали честь потомкам Адама». А что касается убеждения, то нет принуждения в религии, при условии, что мы довели до человека призыв Аллаха, без препятствий и преград, если таковые не создаст сам Творец. Значит, какое же сострадание и добро мы можем принести человечеству, не имея жалости над подобными нам людьми, которые не могут найти глотка воды, чтобы утолить свою жажду? Я молю Всевышнего и Всемогущего Аллаха не лишать нас милости воды и остальных неисчерпаемых даров, в то время как мы не замечаем и не ценим их, пока это все не исчезнет. Так, например, мы не осознаем ценность воды до тех пор, пока ее не отключат на день или два. Это ведь так. Пусть люди осознают ценность этих даров. Поэтому я всегда и всем советую быть осторожными в использовании воды, в особенности нашим сестрам. Побойтесь Аллаха, дети мои. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу, как из открытых кранов хлыщет вода, независимо от того, находится ли женщина на кухне или же она на улице перед домом. Этого ни в коем случае нельзя делать. Я уже не говорю о тех, кто загрязняет воду Нила, этой благословенной реки, подаренной нам из рая. Как об этом упомянул посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, загрязняя ее всякими химикатами, вредными веществами, канализационными водами и так далее. Это харам, дорогие мои. Нельзя этого делать. Я молю Всевышнего не лишать нас милости воды и всего остального, а также сделать нас из числа благодарных и поминающих Его имя. Воистину, Он над всякой вещью мощен. Итак, мы говорили о том, что пост напоминает богатым людям, которые пользуются различными благодеяниями круглый год, об их братьях по вере. Да,
и о человечности в целом, о том, что они страдают от жажды и голода, не находя себе куска хлеба, не говоря уже об одежде и доме. Клянусь Аллахом, сколько таких, укрытием которых является небо, а земля служит им покрывалом. Сколько их, которые живут на кладбищах и могилах. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Я прошу Всевышнего Всемогущего дать облегчение всем его рабам. Воистину, он наищедрейший и достойный похвалы. Пост напоминает богатым людям об их братьях по вере из числа малоимущих. Что касается оздоровительной пользы поста, то она неисчислима. Но будьте осторожны. Мы не соблюдаем пост только для того, чтобы быть в здоровой форме. Будьте внимательны, как, например, говорят некоторые. Постимся, чтобы похудеть, и я соблюдаю режим и так далее. Это, конечно, все хорошо, что брат или сестра желает получить оздоровительную пользу от поста, но ни в коем случае мы не должны забывать о нашем намерении. Оно должно быть искренним, ради Всевышнего Аллаха, а затем уже полагаться на Него. Получайте духовную, физическую, телесную, сердечную и другие пользы. Господь не принимает ни одно совершенное деяние своего раба, если его намерение не было искренним, и если оно не соответствует учению его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте теперь рассмотрим основные столпы поста. Первым и самым важным столпом является намерение. Намерение. И вообще намерение – это основа всех видов существующих поклонений, без исключения. А пост является одним из них. И если я хочу сделать пожертвование бедняку для того, чтобы оно было принято, мое намерение должно быть искренним, ради Аллаха. Допустим, я потратил 5 миллионов на строительство большой мечети, но моей целью было заполучить место в том или ином правлении или совете. Конечно же, такого пожертвования Всевышний не принимает, даже если бы человек потратил 500 миллионов. Пока ты не будешь искренним. В Священном Коране говорится, а ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине дела оцениваются по намерению, и поистине каждому человеку лишь то, что он намеревался обрести. Тот, кто переселился ради Аллаха и его посланника, переселится к Аллаху и его посланнику, а переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселился. Ты хотел стать благодетелем, так ты стал им. Хотел получить место в парламенте, ты его получил. Все, что ты совершил, было ради этой жизни, и ты обязательно ее получишь. Но в последующей жизни для тебя не будет уготовано ничего. Поэтому искреннее намерение — это основа всех поклонений. Но в данном случае оно у тебя отсутствует. В другом хадисе Кудси, который приводится у имама Муслима, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я не нуждаюсь в каком бы то ни было сотоварище, и тот, кто совершил действие, в котором предал мне сотоварища, то я оставлю его вместе с его ширком». Я молю Всевышнего Господа дать нам искренность во всех наших делах. А теперь такой вопрос. Когда ты должен совершить намерение на пост в месяц Рамадан? О дополнительном посте мы уже знаем. Это другой вопрос. Когда я должен совершить намерение поста в месяц Рамадан? И можно ли сделать одно намерение в начале Рамадана поститься целый месяц? Можно ли сделать намерение поститься на целый месяц? Имам Малик говорит, что это можно делать, то есть держать пост с одним намерением. Но большинство ученых сказали о необходимости совершать намерение на каждую ночь Рамадана. Я повторюсь, так как это очень важно. Большинство ученых говорят, что необходимо ваджиб, а когда мы говорим ваджиб, то имеем в виду фард, так как между ними нет разницы, кроме мнения Абу Ханифы. То есть необходимо каждому разумному совершеннолетнему мусульманину и мусульманке, у которых нет никаких причин оставлять пост, совершать намерение уже с ночи на пост следующего дня. Некоторые думают, «О Аллах, почему же такое затруднение? Ведь ты же всегда облегчаешь». Представьте, что я заснул ночью и не смог проснуться для того, чтобы сделать намерение. Вы, наверное, полагаете, что оно должно произноситься вслух. Примерно так. Я намереваюсь поститься завтрашний день месяца Рамадана.
ради Всевышнего Аллаха и так далее. Нет, это абсолютно неправильно, потому что намерение должно совершаться в сердце. И когда вы просыпаетесь утром для того, чтобы приготовить что-нибудь на сухур, это и есть намерение. Хорошо, допустим, вы боитесь проспать или вообще не проснуться. В таком случае совершайте намерение с вечера, прежде чем лечь спать. Это и есть намерение. Да, это и есть намерение. И никогда никто не подтверждал о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, посланный милостью для всех народов, произносил свое намерение вслух или языком, ни в намазах, ни в постах, ни в чем-либо другом. То есть я намереваюсь совершить обязательный ночной намаз джамаатом, стоя за имамом. Аллаху Акбар. Нет, он так не произносил. Зачем вы так притесняете и ограничиваете себя? Я видел многих наших братьев, сомневающихся во всем и всюду. Бедные люди, придя в мечеть, становятся и говорят: я намереваюсь совершить такой-то намаз за имамом. Зачем? Ведь достаточно всего лишь сказать Аллаху Акбар и все. Вышел из своего дома с намерением совершить ночной намаз в мечети. Так зачем, придя в мечеть, повторять то же самое? Или вы хотите дать знать Господу о том, что вы пришли в мечеть читать ночной намаз? Зачем так утруждать себя? Зачем возлагать на свою душу сверх ее способностей? И потом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не делал этого. А то, чего не совершал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является новшеством, запрещенным в нашей религии. Значит, не нужно произносить намерение вслух. Проснувшись утром и подготовив тарелку с едой, это и есть намерение. Если же ты не проснулся, но ведь прежде чем лечь спать, ты намеревался проснуться, чтобы поесть и держать пост, это и есть намерение. Весь этот разговор был о ночи. Но если человек сказал: у меня нет сегодня желания соблюдать пост, или он не сделал намерения соблюдать пост, затем, под воздействием какой-либо передачи или урока о Рамадане, днем, в 7 или 8 часов, он все-таки решил держать пост. Тут его пост уже не будет принят Аллахом, так как это обязательный пост. А в обязательном посту намерение должно совершаться с ночи. Послушайте, что сказал об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В достоверном хадисе, который приводится Хафсой, матерью правоверных, да будет доволен ею Аллах, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто с ночи до зари не вознамерится соблюдать пост, у того не будет поста. Я повторю для того, чтобы вы запомнили. Кто с ночи до зари не вознамерится соблюдать пост, у того не будет поста. То есть необходимо совершить намерение до рассвета. Это касается обязательного поста. То же касается дополнительных постов, таких как понедельник или четверг, 13, 14 и 15 число каждого месяца лунного календаря, то в этом случае намерение не обязательно совершать с ночи, а можно сделать в любое время, при условии, что ты не принял пищу или воду до этого момента. Ученые говорят, нет доказательства на определение, когда нужно намереваться держать пост, и когда намерение недействительно. То есть можно вознамериться поститься в любое дневное время и ночное время, до заката и после заката солнца. И это более достоверно. До заката или после заката солнца с одним условием, чтобы ты ничего не ел. Приводится в хадисе имама Муслима от матери правоверных Аиши, да будет доволен ее Аллах, что она сказала. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды зашел ко мне и спросил: есть ли у тебя что-нибудь из еды, о Аллах? Наш господин спрашивает: есть ли у тебя что-нибудь из еды? Она ответила: нет. Таковы дома пророка. Нет ничего поесть. Чей это дом? Дом любимой жены пророка. Аиша не была особенной и не отличалась от других женщин. Дом из домов пророка был пуст. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: есть ли что-нибудь поесть? Она ответила: нет. Представьте, он не сделал из этого никакую проблему, и не нервничал, не ругался, не кричал, а затем сказал: да благословит его Аллах и приветствует, тогда я буду держать пост. Тогда я буду держать пост. О Аллах.
Сделал ли ты это хотя бы раз? Ты злишься, когда не находишь еды. Делаешь проблему из этого. Даже можешь развестись с женой. А пророк спросил: «Есть ли у тебя что-нибудь из еды?» Она ответила: «Нет». «Тогда я буду держать пост». Итак, о намерении я не нашел ни одного доказательства, которое противоречило бы тому, что можно совершить намерение держать добровольный пост даже перед самым заходом солнца, при условии, что постящийся не принимал еду, питье и прочее в светлое время суток. Значит, чтобы стало ясным, повторим: в обязательном посту человек должен намереваться с ночи до наступления рассвета, должен совершить намерение с ночи до наступления рассвета. Но если этот пост добровольный, то намерение можно сделать вплоть до захода солнца, если он не принял что-либо нарушающее пост. Также мы сказали, что у имама Малика одно намерение достаточно на целый месяц, а у всех остальных ученых оно должно совершаться ежедневно, с ночи на каждый день Рамадана. И как я упомянул, место намерения в сердце, и не обязательно произносить его вслух. Итак, намерение — это первый столб из столпов ислама. Вторым столпом является воздержание от всего, что может нарушить пост. От истинной зари до захода солнца. В некоторых странах распространено такое явление, как пушечный выстрел. Этот выстрел происходит перед закатом, за несколько минут. Так вот, этот выстрел не имеет никакого отношения к прекращению приема пищи. То есть вы пьете и кушаете, и остаетесь с женой до тех пор, пока не наступит время азана или настоящего рассвета. А пушечный выстрел, оно просто готовит людей к воздержанию. То есть кто пьет или кто ест, пусть поторопится и заканчивает. У него нет никакой связи с наступлением времени воздержания. Воздержание начинается с наступлением настоящего, а не лживого рассвета, и до захода солнца. Всевышний Аллах говорит: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нить и черная нить на заре». Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нить и черная нить на заре. В обоих сахихах приводится следующий хадис от Ади ибн Хатима, в котором говорится: «Когда были ниспосланы слова, я взял черную нитку и белую нитку и положил их под мою подушку. И я смотрел на них ночью, чтобы различить, но я не мог различить их. На следующий день я отправился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему: я взял черную нить и белую нить и положил их под мою подушку. И я смотрел на них ночью, чтобы различить, но я не смог различить их. И когда наступило утро, я отправился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на что он, да благословит его Аллах и приветствует, засмеялся, так что показались его зубы. И он сказал: должно быть у тебя широкая подушка. Воистину, это свет ночи и темнота дня». Значит, это два основных столпа. Воздержание от еды и питья и всего, что может нарушить пост с момента настоящего рассвета до захода солнца с намерением. Следующие столпы касаются относительно самого постящегося, то есть необходимо, чтобы он был мусульманином, достигшим зрелости, находящимся в здравом уме, имеющим возможность соблюдать пост, у которого нет шариатского оправдания, например, болезнь или сафар, поездка. Теперь же давайте рассмотрим то, что делает пост недействительным. И, наверное, начнем с наиболее большого и опасного запрета, того, что делает пост недействительным. Это совокупление или супружеского сношения. Нет наибольшего греха, чем иметь близкие отношения со своей женой в светлое время суток в месяц Рамадан. Некоторые люди до сих пор не знают об этом. Они звонят мне из числа взрослых наших отцов и говорят, что не знали об этом. На самом деле это очень удивительно, ведь мы находимся в сфере знаний, и рядом полно ученых людей. Близость с женой в дневное время Рамадана является одним из самых главных действий, которые делает пост недействительным. И тот из вас, кто имел близость со своей женой в дневное время Рамадана,
Тот из вас, кто имел близость со своей женой в дневное время Рамадана, то он должен возместить пост, но также и обязан выплатить милостыню, подаваемую в качестве искупления за прегрешение. Возместить пост, то есть держать пост взамен того дня, который был нарушен. А что означает милостыня за прегрешение? Это означает освобождение раба на волю. А если же нет рабов, что тогда? Что делать, если нет рабов? В таком случае соблюдение поста в течение 2 последовательных месяцев, не прерывая пост ни на один день, кроме как по веской причине, обусловленной шариатом, как, например, болезнь или мусульманские праздники, так как в этот день нам запрещено держать пост. Но если пост в эти 2 последовательных месяца был прерван без причины, хоть на один день, то необходимо восстановить его с самого начала. Если же человек не в состоянии накормить 60 бедняков, то должен держать пост. И это наказание того, кто имел близость со своей женой в светлое время суток Рамадана. Накормить 60 бедняков. И доказательством всего этого является хадис, который приводится у имамов Бухари и Муслима. Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то человек и воскликнул: «О посланник Аллаха, я погиб». В другой же версии хадиса «я обжегся». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Что с тобой случилось?» Он сказал: «Я переспал со своей женой в дневное время в Рамадан». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Есть ли у тебя рабы, чтобы ты отпустил их на волю?» Он сказал: «Нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил дальше: «А сможешь ли ты поститься 2 месяца подряд?» Он сказал: «Нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил снова: «А сможешь ли ты накормить 60 неимущих?» Он сказал: «Нет». Нет возможности у него отпустить рабов, поститься 2 месяца и накормить неимущих. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «А сможешь ли ты накормить 60 неимущих?» Он ответил: «Нет». После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молчал некоторое время. И пока мы находились в таком положении, пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли полную большую корзину с финиками. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Где тот, кто задавал вопрос?» Или в другой версии хадиса: «Где тот, кто обжегся?» Он сказал: «Я здесь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Возьми это и раздай в качестве милостыни». Этот человек сказал: «Должен ли я это раздавать тем, кто беднее меня, о посланник Аллаха?» То есть этот человек был самым бедным. Он говорит: «Клянусь Аллахом, нет в пределах Медины семьи беднее моей». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал смеяться так, что показались его зубы, а потом сказал: «Тогда возьми и накорми ими членов своей семьи». Возьми и накорми ими членов своей семьи. Посмотрите на это сострадание и милосердие со стороны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Возьми и накорми ими членов своей семьи. Далее, ученые разделились на 3 мнения по поводу, если мужчина имел близость со своей женой против ее воли в дневное время Рамадана. Первое мнение, и оно является более правильным, хотя Всевышний знает, конечно, лучше, что ей нужно всего лишь восполнить этот день, и с нее не требуется совершать искупительные действия. Если муж заставил ее сделать это, я не нашел ни одного доказательства, в котором говорилось бы, что ей нужно искупить свой пост, при условии, что мужчина заставил ее против ее воли. Если муж заставил свою жену против ее воли совокупиться, то она должна восполнить этот день, и нет для нее искупления, если это было против ее воли. Второе действие, которое делает пост недействительным, это преднамеренное, сознательное спускание семени. Это делает пост недействительным. Но нет никаких доказательств на то, что за это необходимо совершать искупительные действия.
каффара. И тот, кто в дневное время месяца Рамадан преднамеренно вызвал семяиспускание, то должен восполнить этот день. Искупление за нарушенный пост требуется только за совокупление и ни за что больше. Что касается непроизвольной полюции во сне, светлое время суток Рамадан, то она не портит пост. И нет ему за это ничего. Однако после этого необходимо очиститься от скверны путем полного омовения, в случае, если произошло семяизвержение, и продолжить пост, так как его пост действительный. И у нас остался один еще очень важный вопрос. Это если мусульманин не успел искупаться после половой близости перед наступлением рассвета, или встретил рассвет в состоянии полного осквернения, будет ли его пост считаться действительным? Да. Его пост будет действительным, но он должен поторопиться искупаться для того, чтобы успеть совершить утреннюю молитву. И его пост действительный. И как приводится в обоих достоверных источниках, со слов матерей правоверных, Аиши и Салямы, да будет доволен ими Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встречал рассвет, будучи в состоянии полного осквернения, после ночи, проведенной с женой. Затем он купался и начинал поститься. Встречал рассвет, будучи в состоянии полного осквернения, после ночи, проведенной с женой. Затем он купался и начинал поститься. Поэтому тот, кто не успел искупаться после близости с женой, прочитали азан, то он не должен восполнять, и нет ему за это ничего, а только лишь поторопиться, чтобы успеть на утренний намаз в мечети. Третье действие, нарушающее пост, это преднамеренный и сознательный прием пищи. Преднамеренный и сознательный прием пищи. Но если человек выпил или поел по забывчивости, то его пост не нарушается, только преднамеренно. Всевышний Аллах говорит: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной нитки, белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». Это значит, что если человек находится в самолете, например, то он не должен прерывать свой пост до тех пор, пока со своего места не увидит, что солнце полностью зашло. Пролетая над Египтом или Саудовской Аравией, или Марокко, некоторые прерывают свой пост, ссылаясь на местное время захода солнца этой страны, в то время как с самолета ему еще видится диск солнца. Нет, нет, это неверно. Ведь в аяте сказано: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». Поэтому ни в коем случае нельзя открывать пост, пока точно не убедитесь, что солнце уже зашло. Независимо от того, где вы находитесь, в воздухе или на корабле. Что же касается относительно того, кто попил или поел по забывчивости, будь то в обязательном или добровольном посту, то его пост действителен и не нарушается, и он должен его продолжить. Ведь это Аллах накормил и напоил его, как приводится в достоверных источниках Бухари и Муслима, со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пост того, кто по забывчивости поест и попьет, не нарушен, ибо поистине это Аллах накормил и напоил его. Пост того, кто по забывчивости поест или попьет, не нарушен, ибо поистине это Аллах накормил и напоил его». И это по милости Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Представьте себе, что вы сидите и кушаете гроздь винограда. Перед тем, когда есть последнюю ягоду, вы вдруг вспомнили, что вы постились, и потом сказали себе: «О Аллах, я же пощусь. Я все съел, но тут осталась последняя ягода. Ничего не случится, если я доем и ее». И тогда, съев целую гроздь по забывчивости, вы не нарушили пост, но съев преднамеренно последнюю ягоду, ваш пост нарушился. Пост того, кто по забывчивости поест или попьет, не нарушен, ибо поистине это Аллах накормил и напоил его. Четвертое действие, которое нарушает пост, это искусственное вызывание рвоты. Преднамеренно выводить что-то, то, что в желудке, то есть когда человек засовывает пальцы себе в рот и намеренно вызывает рвоту, это преднамеренное вызывание рвоты и одно из действий, которые нарушают пост. Но если она произошла у него непроизвольно,
не по его желанию, то его пост не нарушается, и он должен продолжить его дальше, о чем сказано в хадисе, который приводится у имама ат-Тирмизи, Абу Дауда и Аль-Хакима, который шейх аль-Ислам ибн Таймия назвал достоверным, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто намеренно вызовет у себя рвоту, пусть возместит этот день. То есть тот, кто преднамеренно вывел то, что находится у него в желудке, то он должен возместить этот день. А если рвота произошла случайно, не по его воле, то от постящегося не требуется возмещение. Пятым действием, которое нарушает пост, является послеродовой период женщин и месячный цикл. Если женщина увидела кровь в дневное время Рамадана, в течение дня или даже за несколько минут до захода солнца, то ее пост нарушается, и она должна возместить пропущенные посты. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заставлял женщин восполнять дни пропущенного поста, но не заставлял их восполнять несовершенный в этот период намаз. И это тоже по милости Всевышнего Аллаха. Имам Муслим в своем достоверном источнике приводит хадис со слов Аиши, да будет доволен ей Аллах, то она сказала, это, то есть менструальная и послеродовая кровь, постигала нас при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однако нам повелевали возмещать пост, но не повелевали возмещать молитву. И это коротко об основных действиях, нарушающих пост. Теперь я вкратце хочу рассказать о некоторых дозволенных действиях постящегося и правилах морали поста. Но существуют определенные исключения, ниспосланные этой благословенной умме, Всевышним Аллахом, о которых также упоминал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, для того, чтобы облегчить и устранить всевозможные трудности. Всевышний Аллах говорит, а если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. То есть смотрите, а если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. И это по милости Аллаха. Ведь Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, чтобы вы завершили и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас. Может быть, вы будете благодарны. Следовательно, путнику или больному дозволено разговляться. Болезни бывают двух видов. Первое – излечимые. В этом случае ему трудно поститься. Если пост причиняет ему боль и состояние может ухудшиться, то больной прерывает свой пост, и в подобном случае разговление для него является обязательным, но затем он должен возместить пропущенные дни. А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. И второй вид болезни неизлечимый. Если врачи не разрешают таким больным соблюдать пост, так как пост может нанести вред их здоровью, и состояние может ухудшиться, приведет к их гибели, то в этом случае они должны накормить бедняка за каждый пропущенный день и не восполнять этот пост. И это то, что касается больных неизлечимой болезнью. Что касается путников, которые находятся в длительном путешествии, то среди ученых существует разногласия по этому поводу. Следовательно, человеку, который находится в пути, разрешено прерывать пост в дневное время Рамадана. Ведь сподвижники путешествовали с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И постящиеся постились, а воздерживающиеся от поста воздерживались. И он не порицал ни тех, ни других. В следующем хадисе, который приводится в достоверных источниках со слов Хамзы ибн Амр аль-Салями, да будет доволен им Аллах, говорится, что он спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, я нахожу в себе силы поститься в поездке. Будет ли на мне грех?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Послабление от Аллаха». То есть Аллах разрешил тому, кто в поездке, не поститься. И если кто действует по ней, то это хорошо. А тот, кто хочет поститься, то нет на нем греха. И если вы меня спросите, так что же лучше, поститься или нет? Я отвечу коротко, словами Умара ибн Абдаль-Азиза: лучшим будет то, что наиболее приемлемо для вас. О Аллах, лучшим будет то, что наиболее приемлемо для вас. Если пост не причиняет никаких затруднений, то поститься будет лучшим вариантом для вас. Если же наоборот, то лучше будет прервать пост. Лучшим будет то, что наиболее приемлемо для вас, по милости Всевышнего этой общине. Также
К дозволенным действиям постящегося относится использование сивака. Я не нашел ни одного доказательства, которое запрещал использование сивака в любое время Рамадана, до заката или после, обедом или после обеда. Я не нашел довод на то, что запрещено использовать сивак в дневное время Рамадана. Что касается некоторых наших братьев, аргументирующих хадисом, которые приводят хадис Али ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, который приводится у имамов Аль-Байхаки и Даракутни, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы поститесь, то используйте сивак до обеденного времени. Если вы поститесь, то используйте сивак до обеденного времени и не пользуйтесь им после этого». То этот хадис привел Аль-Байхаки и Даракутни. Он является очень слабым. Если вы поститесь, то используйте сивак до обеденного времени и не пользуйтесь им после этого. Он является очень слабым и нигде больше не подтверждается пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Значит, нет никакого греха использовать сивак в любое время суток Рамадана. Его также желательно использовать во время омовения, при каждом намазе, при входе в дом, после пробуждения ото сна, при чтении священного Корана, при изменении запаха изо рта и в любое другое время, ведь сивак — это очищение рта и получение довольства Всевышнего Господа. Также к действиям, разрешенным во время поста, относится промывание носа и полоскание рта, при условии, чтобы не переусердствовать в этом. Доказательством всего является достоверный хадис, приводимый у Ахмада и Абу Дауда, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лякиту ибн Сабиту, совершай омовение должным образом и тщательно промывай нос и полоскай рот, если только ты не постишься». К дозволенным действиям также относится то, что женщине можно пробовать пищу во время поста. Посоленная еда или нет. Да, сатана и всевозможные джинны сковываются цепями в Рамадане, но больные души людей остаются на воле. Поистине душа побуждает к плохому. Поэтому некоторые мужья создают своим супругам большие проблемы, если, например, недосоленная еда и так далее, даже несмотря на то, что идет благословенный месяц. Поэтому ей разрешено попробовать еду, при условии, что пища не попадает ей вовнутрь. Остерегайся попадания чего-либо вовнутрь. Также одним из шариатских послаблений является лекарство. Например, глазные капли не нарушают пост, или капли в нос также разрешены соблюдающему пост. Конечно, если есть возможность отложить их до времени разговления, то будет лучше. Но если существует такая необходимость, то в этом нет ничего предосудительного. Некоторые придерживаются хадиса: «Совершай омовение должным образом и тщательно промывай нос и полоскай рот, если только ты не постишься», и говорят, что капли в нос и в глаза относятся к этому хадису. И мнение, к которому я склоняюсь, и большинство ученых и исследователей, это то, что капли, даже если они в нос, не прерывают поста, так как не имеют ничего общего с едой и питьем. В это понятие также входят различные внутримышечные и внутривенные уколы и инъекции, даже если они и питательные, вроде глюкозы, какими бы они ни были. Великолепное исследование, проведенное шейхом Ибн Усеймином, указывает на то, что данного рода инъекции не нарушают поста, потому что долго человек не сможет на них жить. Он захочет есть и пить, чтобы ощутить наслаждение еды и питья. Она не является едой, и мусульманин нуждается ощутить наслаждение еды и питья. Поэтому более достоверно, что укол и капли не нарушают пост. И это тоже милость Всевышнего, подаренная нам. Сюда же относятся и различного рода клизмы. Ведь жидкость, вводимая через задний проход, не имеет ничего общего с едой и питьем. Также мы имеем в виду различные виды лекарства, которые закапываются в уши, и даже использование спреев и различных лекарств, которые закапываются в уши, и даже использование спреев, и даже использование ингалятора для больных астмой, которые постятся в Рамадан, разрешено, потому что этот препарат не достигает желудка и не может заменить ему еду и питье. И не следует нам стеснять создание Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы Он прикрыл меня и вас истиной и доводом. Поистине, Он мощен и властелин над всем.
Нет ничего осудительного в употреблении тех видов лекарств, которые я только что упомянул. И Совет Исламской Академии Проповедования вынес подобный перечень современных лекарств, разрешенных в применении во время поста и не открывающих его. Я заглянул в сборник фетв по исламскому праву, но нам просто не хватит времени, чтобы подробно разобрать этот вопрос. И тот, кто вынужден принимать данные виды инъекций, пусть продолжает поститься, и его пост будет правильным. Если вследствие поста оттягивается выздоровление больного или болезнь начинает прогрессировать, то в этом случае разрешается прервать пост и возместить его впоследствии, если болезнь излечима. Мы просим Аллаха дать нам здоровье. Теперь давайте поговорим о соблюдении этикета во время поста, и первым из которых является сухур. Не нужно пренебрегать им, ведь это пророческий этикет. Да, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Принимайте пищу перед рассветом, ведь поистине в сухуре благодать». Хадис находится в двух достоверных источниках. Можно встать даже для того, чтобы сделать глоток воды. Даже если у человека нет с утра желания принимать пищу, то он должен сделать это с намерением соблюсти сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Даже если это будет глотком воды. Более того, если кто-либо из вас слышит призыв на молитву, а стакан с водой находится у него в руке, то пусть он не кладет его, пока не допьет из него. Все это придумано не мной. Это мнение ученых-богословов и слова нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также милость Аллаха оказана этой умме. Вставайте на сухур. Даже ради одного глотка воды. Принимайте пищу перед рассветом, ведь поистине в сухуре благодать. В достоверных источниках приводится хадис, в котором сообщается, что как-то раз Зайд ибн Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды во время Рамадана мы поели перед рассветом вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а затем встали на молитву, то есть на утреннюю молитву. Зайда, да будет доволен им Аллах, спросили: а сколько времени прошло между азаном и сухуром? Он сказал: столько, что можно было бы прочитать 50 аятов. Из хадиса следует, что желательно откладывать сухур на последнюю часть ночи, вплоть до утренней молитвы, чтобы могущественный и всепрощающий Аллах помог нам с помощью сухура в соблюдении поста. Также из этикетов поста является спешка с разговлением. Некоторые люди сидят и ждут окончания азана, или пока муаззин не дойдет до слов «Хайя аль-фалях». Но ведь этому нет никакого доказательства. И как только произносят слова «Аллаху Акбар», следует незамедлительно приступить к разговлению. При условии, что время уже зашло, и ни в коем случае нельзя ориентироваться на пушечный выстрел, который существует в некоторых странах, за несколько минут до рассвета и захода солнца. Ведь сунна является приступать к разговлению сразу, как только зайдет солнце. Об этом сообщается в хадисе, который привели имам Бухари и Муслим. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут торопиться с разговлением». Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут торопиться с разговлением. Из хадиса следует, что надо поспешить с приемом еды и начать разговляться по сунне со свежих или сушеных фиников, нечетным количеством, по 3, 5, 7, да хоть 99. Если их нет, то водой. Если нет фиников, то водой. И пусть будут осторожны с финиками, те, у которых сахарный диабет. И пусть Аллах исцелит нас и всех мусульман. Сюда же к этикетам поста относится и дуа, то есть взывание к Аллаху с мольбами перед разговлением. И лучшее из того, что упомянуто по этому поводу, передал Абу Дауд со слов Абдуллы ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, который сказал: при разговлении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху. И я молю Всевышнего не лишать нас этой награды». Так же, как я вижу, к обязательным условиям поста относится оставление таких грехов, как сплетни, наговор, ибо не будет пользы от поста, если мусульманин не оставит сплетни, поношение и клевету. Поношение и клевета являются харамом не только в Рамадане, это является грехом всегда. Сплетни или каттат не войдет в рай. У посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: что такое сплетни? Он ответил: то это когда
за чьей-нибудь спиной говорят то, что ему не понравилось бы. Его опять спросили: а если это правда? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: то это все равно сплетни. А если это неправда, то это клевета. Поэтому необходимо для держащего пост человека оберегаться от подобных дел, совершая такого рода поклонения, как пост, и не затрагивать сплетнями честь других, ни живых, ни мертвых, и нет силы и мощи, кроме как с Аллахом. А теперь давайте поговорим о некоторых ошибках, которые совершаются постящимися. Нет сомнений в том, что пост является одним из величайших видов поклонений. И пусть Аллах сделает меня и вас из правдивых. И некоторые из людей с большим энтузиазмом приступают в начале месяца к богоугодным делам, таким как чтение Корана, отводят взгляд от всего запретного, прекращают смотреть порочные фильмы и так далее. Но надо помнить о том, что дьяволы человеческого пола также с нетерпением ждут месяца Рамадан. Да, мы сказали, что сатана и дьяволы сажаются на цепи с наступлением Рамадана, но джинны среди людей остаются на свободе. В Священном Коране во многих местах упомянуто о существовании дьяволов человеческого пола. И они подготавливают вам в этом священном месяце различного рода деяния, отвлекающие человека от поклонения и поминания Аллаха. Что-то вроде сериалов, состязаний, различных реклам. Поэтому ради Аллаха, будьте бдительны в Рамадане и не теряйте ни минуты, кроме как совершая благие деяния. Ведь мы же не уверены, доживем ли мы до наступления следующего поста или нет. Сколько близких нам людей еще в прошлый год постились вместе с нами, а теперь они встали перед Всевышним Господом. И я молю Аллаха, чтобы мы закончили свои жизни, будучи в имане. Значит, дорогие братья и сестры, я хочу напомнить вам, что одной из больших ошибок является то, что вначале мы с энтузиазмом приступаем к богоугодным делам, поклонению, подаянию, но оставляем их в конце месяца, в котором находится ночь, лучше 1000 месяцев. Также к распространенным ошибкам относится грубость, жестокость и невежество. Например, подойдя к служащему, он начинает грубить, хамить, срывать на тебе злость, а в конце еще и прогонит. Спросите его, почему? Он ответит: потому что мы постимся и устали. Хорошо, но ведь все же люди постятся и устали. А такое отношение — это невоспитанность. Ведь пост — это мягкость, это чувство сострадания, приближение к Аллаху и подчинение Ему, благовоспитанный нрав. И ни в коем случае нельзя ссылаться в своем поведении на пост. Иначе получится так, что мы его порицаем и умаляем его достоинства, ради которого Всевышний и предписал нам пост, а также повелел его посланник. Да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому нельзя соблюдающему пост быть грубым, жестокосердечным, ссылаясь на то, что он держит пост. Сюда же к распространенным ошибкам относится то, что постящиеся спят во время Рамадана, с утра и до захода солнца. Хуже того, пропускают намазы. Также мы уделяем огромное внимание нашему трапезному столу, на котором можно видеть все, что не пожелаешь. Ведь постящийся думает, что он съест все на свете. И я молю Аллаха не ущемлять нас в дозволенной еде. Но смотрите, чтобы ни одна крупинка риса не оказалась в мусорном ведре. Это запрещено. Это харам. Ешьте и пейте. Я прошу Всевышнего дать вам здоровье. Но пусть, даже не вздумай, мусульманка, бросать оставшуюся еду в помои. Даже если это ложка риса, не вздумай. То, что останется, можно отнести бедным. И потом, почему бы не отнести одну тарелку из той еды, что вы готовите семьям бедняков каждый день? Давайте себе обед перед Аллахом, что прежде чем вы сядете за стол, наложить тарелку с мясной или куриной едой, что вы накормите хотя бы одну семью бедняков. Не после того, как вы насытитесь сами, а затем понесете это. Это надо сделать до разговления, чтобы они смогли отведать ее во время разговления. Ведь это является своего рода самовоспитанием. Всевышний говорит: вы никогда не достигнете благочестия, пока вы не будете расходовать то, что любите. Среди людей есть одно очень распространенное выражение, в котором говорится: кушайте много, пейте ведрами, спите ночи напролет, и после этого утверждайте, что вы герои. Нет же, клянусь Аллахом, это не так. Пусть всемогущий Аллах сделает нас из числа искренних людей. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И это вкратце те основы и необходимые правила и заповеди для соблюдающих пост братьев и сестер. И если Всевышнему будет угодно, то мы и дальше, в последующих передачах, продолжим беседы на эту тему на вашем благословенном и безупречном канале. Я молю Всевышнего Господа принять мои и ваши благочестивые деяния, довести нас до священного месяца.
и оказать нам благоденствие в нем. Я прошу Его также сделать этот месяц благом и милостью для этой благословенной общины. И, пользуясь случаем, я молю Всевышнего наставить наших правителей на путь истины в этот священный месяц и попечительствовать им в том, чем Он сам будет доволен, окружив их благочестивыми и приближенными, сделав их милостью для народа и для страны. Я прошу Его также очистить наши сердца, объединить нас и сделать одним целым. Я молю Его примирить и привести к согласию наших братьев в Палестине, в Судане, Сомали, во всем мире, ведь воистину Он всемогущ. Я взываю к Нему, облегчить страдания уммы нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, защитить наших женщин и девушек, исправить молодых людей, помочь нам в соблюдении поста и выстаивании ночей этого священного месяца, в том, чтобы читать Коран, приношении пожертвований, поминание Его имени. Ведь Он всемогущий покровитель. Дорогие братья и сестры, от всего сердца хочу поздравить всю мусульманскую общину с наступающим месяцем Рамадан, включая правителей и подчиненных, ученых и учеников, больших и маленьких. Я молю Господа оказать нам довольство и дать нам богобоязненность. Воистину, Он всемогущий и властелин над всем. И да благословит Он пророка Мухаммада, его семью